Вот у нас первая идея, да, это смена политической настройки авторитаризма Токаева на демократическую парламентскую форму управления. Роспуск вот этого антинародного парламента, роспуск и уход в отставку всех акимов, начиная с акимов городов республиканского значения, вплоть до акимов сельских округов. Назначение честных, прозрачных выборов, реформа выборного законодательства, потому что по этому нынешнему выборному законодательству наш народ не может возможности избираться, голосовать и быть избранным. Вот. Это же одно из главных стратегических политических идей, реформ, которые необходимы нашей стране. Этого, к сожалению, нету при Токаеве. Вот его встреча была с бизнесменами, его встреча была с парламентом, двухпалатным парламентом, с новым правительством, избранным новым правительством. Что предложил Токаев? Он ничего не предложил. Он просто провел косметические какие-то определенные перестановки, кадровые перестановки связанные. Он отправил в отставку, якобы отправил в отставку правительство, просто снял председателя, премьер-министра Мамина, там еще пару министров, и все. На 1/3 только он сменил, получается, правительство. А все тоже, все те же самые лица, все те, кто когда-то воровал, грабил нашу страну, коррупционеры, взяточники. А вот эта партия Нур-Отан, которая сейчас имеет большинство голосов в парламенте, это партия воров и мошенников. Более 25 тысяч членов партии Нур-Отан были привлечены за коррупционные правонарушения к ответственности. А вы понимаете, что это партия, реально партия коррупционеров, воров и мошенников? Разве это не главная смена вот этой политической настройки? Кто из политических движений, партий предлагает то, что предлагает наше движение? Смена авторитарного политического режима Токаева, роспуск парламента, ненародного, антинародного парламента, который был избран не путем волеизъявления народа, а путем назначения, да, назарбаевским режимом, путем фальсификации, подлога, подмены, подсчета, при подсчете голосов. Эти депутаты, кто вот видел, чтобы эти депутаты вышли, когда были социально-экономические проблемы в нашем обществе? Где они все были, когда повышались цены, да, на продукты питания? Где они все были, когда подписывалось соглашение меморандума о переходе электронного правительства Казахстана на платформу, российскую платформу Сбера? Фактически была нарушена информационная безопасность нашей страны. Где они были, когда была проблема с утильсбором? Скажите мне. И много-много других проблем. Проблем многодетных матерей. Где они все были? Где эти акимы городов, акимы областей? Почему не решили эти вопросы? Почему депутаты вот эти нуротановские не решали эти вопросы? Почему Токаев не решал эти вопросы? Вот. Все проблемы, большая часть проблем у нас, 99,9% проблем в нашей стране, это зависит от этого политического, компрадорского, предательского политического режима, который выстроил Назарбаев. Да, Назарбаева нету сейчас, его выдавили со всех важных государственных должностей, экономических должностей, но он остался, коллективный Назарбаев, тот Назарбаев, который строился планомерно 30 лет, вот он остался, и его если не поменять, то кто бы ни был, Токаев там или другой какой-нибудь президент, который придет, он такой же будет, потому что это коллективный Назарбаев, он делает таким, любого человека сделает. Разве не главное построение парламентской демократической республики у нас в стране? Развитие свободы слова, развитие демократических принципов. Разве вы не хотите, чтобы авторитарный токаевский политический режим сменился? Разве вы не хотите смены, распуска этого нуротановского парламента, назарбаевского парламента, где сидят одни тунеядцы, старики, пенсионеры? Разве вы не хотите, чтобы ушли в отставку акимы районов, акимы аулов, сельских округов, акимы городов, областные акимы городов республиканского значения? Разве вы этого не хотите?
Ведь это же политическая надстройка, это политическая система, это самое главное, вот эта верхушка, политическая надстройка. И вот от нее очень многое зависит, как будет развиваться страна. Разве это не главная политическая идея, идея смены авторитаризма на демократический парламентский путь развития?